Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных темах для татар России. Всемирный конгресс татар усиливает свою работу по направлению подготовки к всероссийской переписи татар. Для этого вице-премьер Татарстана и глава Национального совета Василий Шахразиев создал 7 рабочих групп. В общем, за направление по работе религиозных учреждений ответственным становится ректор Российского исламского института Рафик Мухаммедшин. За культуру и наследие татарского народа это депутат Госсовета Татарстана Ркаил Зайдулла. За национальное образование и науку вице-президент Академии наук РТ Дания Загидуллина. За работу СМИ отвечает генеральный директор телекомпании ТНВ Ильшат Аминов. За аналитику и мониторинг доктор исторических наук Дамир Исхаков. За развитие предпринимательства в регионах, где проживают татары, исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям Фарид Уразаев. За работу с татарской молодежью отвечает председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова. Особого внимания заслуживает то, как в этот раз Шахразиев предложил объяснить соотечественникам важность предстоящего события и защитить права татар от того, что их могут записать представители других национальностей. Вице-премьер Татарстана решил действовать жестче. В феврале 2020 года он и тогда еще занимавший пост исполнительного директора ВКТ Ринат Закиров подписали соглашение с коллегией адвокатов «Сергис», которое входит в топ-50 лучших региональных компаний. До начала переписи основной задачей компании стала разъяснительная работа и ответы на вопросы, касающиеся переписи каждого татарина. На заседании Милишура основательница Сергис Гульнара Сергеева рассказывала о некоторых нюансах, которые ожидают татар во время предстоящей переписи. Таких вопросов, волнующих татар, всего 2. Первый нюанс. Какой язык татары считают родным? И каким языком они на самом деле владеют? Тут главное не запутаться. Очень волнует нас вопрос 11. Какими иными языками вы владеете? Здесь необходимо отметить о том, что отвечать предполагается таким образом, что разъяснять людям. Речь идет не о владении в смысле обязательно только чтения или то, что человек умеет говорить. Он может делать что-то одно, может просто читать, может просто говорить, но он может и еще понимать этот язык. Этого уже достаточно для того, чтобы ответить, что данный язык он понимает. И самое главное, тот язык, который будет стоять на первом месте, тот и будет учитываться при статистике. Поэтому мы при разъяснении объясняем, если человек пишет, в данном случае, например, русский-татарский, то значит учитываться будет только русский язык. Если вначале будет татарский язык, то учитываться будет татарский. То же самое касается ваш родной язык, этого вопроса. Здесь необходимо, рекомендуется отвечать, что, может быть, этот язык в совершенстве человек не знает, он его может понимать, но это достаточно даже того, что в качестве родного языка. Если он в семье, в его семье на этом языке говорили, или когда он воспитывался, это был родной язык семьи, это достаточно ему уже указать этот язык. Что касается несовершеннолетних детей и нетрудоспособных людей, в этом случае по несовершеннолетним, безусловно, решают сами родители. И в данном случае, если даже это дети, которые совсем не умеют говорить, еще малолетние, то выбирается тот язык, на котором разговаривают в семье. И если родители общаются, например, на татарском, то они ребенку, хотя он и не говорит, могут написать татарский язык. То же самое касается людей, которые в целом не могут говорить, но если в семье общаются на татарском языке, соответственно, ему тоже опекуны, попечители могут записывать этот язык. Второй нюанс – этническая идентичность у татар. Далее, по поводу вопроса номер 14, ваша национальная принадлежность. Эта тема волнует в основном, конечно, межнациональные браки. И здесь родители должны в отношении совершеннолетних детей определиться первоначально, чтобы не было споров каких-то. В данном случае, опять же, такая же ситуация. Если мы пишем на первом месте татарин, то значит учитываться, или татарка, то будет учитываться именно эта национальность. Поэтому, если будут люди писать через запятую, нужно понимать, что нужно указывать национальность, ту, которую вы считаете приоритетной, на первом месте. Так мы разъясняем людям.
И по несовершеннолетним детям заранее родители должны сами определиться, какую национальность они выбирают. То же самое касается и тех, кто совершеннолетних детей, которые выросли в межнациональном браке. Гульнара Сергеева также рассказала, почему сегодня татарам важно указывать себя в первую очередь именно как татар, и в первую очередь указывать свой родной язык и язык владения, а именно татарский язык, вне зависимости от степени владения им. Если мы берем данные о языках, то мы говорим, что это единственный источник, перепись, единственный источник, когда получается полная информация о языках. Если мы говорим о национальном составе населения, то мы тоже говорим, что это основной источник официальных данных. Для чего нам это нужно? Мы все с вами прекрасно понимаем, разъясняя, что это все наши программы, направленные на сохранение наших языков, печатных изданий, развитие культуры, традиций, национальных школ, строительства школ национальных. Очень большой круг вопросов, сохранение театров, фильмов. То есть можно многочисленно все это перечислять. Другими словами, мы можем с вами сказать, что это наша культура, это наш быт и наша дальнейшей жизни. Поэтому мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы были сохранены языки, соответственно, был правильный национальный состав, исходя из этого уже в дальнейшем будет определяться и бюджетное финансирование, и социально-экономическое прогнозирование всей страны. Еще раз, татарлар, повторимся, в предстоящей переписи в первую очередь записываемся как татары. Вне зависимости от того, и смешанные вы семьи или нет, вы там далее можете дописать нужные вам идентичности. В предстоящей переписи, в первую очередь, пишем татарский язык как родной язык и как язык владения, вне зависимости от того, в какой степени вы им владеете, хорошо, плохо или посредственно. Да, среди татар есть те, кто сегодня плохо знает татарский язык, а может и вовсе забыл его, и перешел на русский язык. Хочу обратиться к таким татарам. Не уменьшайте, пожалуйста, возможности для ваших будущих потомков вернуться к татарскому языку, учить и изучать его. Это наш туган-тель. Будьте ответственными перед будущими поколениями татар. Башкирские миссионеры вдруг проснулись и взялись за отверженную защиту исторической личности Ахмета Заки Валиди Тагана. На прошлой неделе прокуратура Санкт-Петербурга потребовала проверить, законно ли был установлен памятник в честь Валиди во дворе Санкт-Петербургского государственного университета. Убрать хотят памятник потому, что обвиняют Валиди в пособничестве немецким фашистам. Напомним, что еще в далеком 2008 году Республика Башкортостан за свой счет сделала такой своеобразный дар Питерскому университету, тем самым почтив научный авторитет востоковеда-тюрколога Валиди. Кстати, недавно вышедшая книга «Татары Уфимского уезда» разоблачает миф, что Валиди происходит из башкир. Конечно, мы в курсе, что в своих мемуарах Ахмет Заки себя идентифицирует как башкир. Это его личное право. Запрещать этому мы, конечно же, не можем. Но вот в книге «Татары Уфимского уезда» получается, что его предки из татар-тептярей, которых в 1855 году приписали к башкирам. Вот его краткое родословное древо – Шажаря. Документально не подтверждаются предки Валиди Тагана, а именно Ишмухамед Яубасар, которые ранее были зафиксированы в его Шажаре. В общем, получается интересная ситуация. Валиди – это башкир, но из татар. Итак, в прошлом году было 120-летие со дня рождения одного из основателей Башкортостана и ученого-тюрколога Валиди. Наши башкирты-миссионеры в прошлом году отмолчались, хотя башкирты очень хотели отпраздновать этот значимый юбилей. Но власти Башкортостана им ответили отказом. Ильнар Гарифуллин свидетельствует, что личность Валиди была просто проигнорирована в прошлом году. В качестве примера могу привести, сами башкирские общественники с некоторой такой обидой говорят о том, что почему в год юбилея Ахмет Заки Валиди о нем не вспоминают официальные такие историки, да, которые... Салават Хамидуллин. Салават Хамидуллин, Марат Кульшарипов, да, те, которые еще 5-6 лет назад кричали на каждом углу о том, какой Ахмет Заки Валиди молодец, какой он лидер
как он внес большую, именно положительную, без всяких там «но» роль в становлении Башкирской республики и в истории башкирского народа. Но сейчас они все молчат, как будто в рот воды набрали, как говорится, да? Вот тут сверху будет ссылка на полное интервью с Ильнаром Гарифуллиным, где он много что интересного о Заки Валиди еще рассказывает. И вот наступил 2021 год. Башкирские миссионеры поняли, что бегать только за татарами северо-запада Башкортостана, рисовать им разноцветные карты с племенами, придумывать северо-западный диалект башкирского языка они не могут. Почему? Да потому что они теряют свое влияние на настоящих башкиртов. Поэтому они и включились в кампанию по защите Валиди. Хотя Ильнар Гарифуллин раньше их высказал слово в защиту основателя Башкортостана в нашем интервью. От башкирских ассимиляторов по Валиди уже высказались и Салават Хамидуллин, и Азат Бердин, которые, к слову, сделали это весьма своеобразно. На сайте Всемирного Курултая Башкир Азат Бердин описывает личность Валиди следующим образом. Цитируем. «Валиди, безусловно, был знаковой для Башкортостана, интересной и неоднозначной личностью, нажив еще при жизни себе много врагов. Он ритуально ненавидим, например, татарскими националистами, поскольку не поддержал их фантастический проект «Идель-Урал». Ох уж эти великие и ужасные татарские националисты. То и дело норовят подгадить в историю башкир. Примерно такую мысль видим мы, что хочет донести до читателей Азат Бердин со страниц Всемирного Курултая Башкир. А чем они будут отбивать Ахмед Заки Валиди? Может, какие есть исследования исторические? Может, кто-то сидел и разбирался с немецкими архивами, пытаясь понять, что же на самом деле делал на их стороне Валиди? Оказывается, кроме как татар, Ахмед Заки Валиди, как знаковую фигуру для башкирского народа, больше и некому защищать. Поэтому Азат Бердин обращается к авторитету, директор Института татарской энциклопедии Искандеру Гилязову. А он крупный исследователь по проблеме татаро-башкирского коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны и по легиону Идель-Урал. Еще раз, башкирский этномиссионер Бердин обращается за помощью к татарскому ученому Гилязову. Как мило. Знаете, я сам не являюсь специалистом по биографии Ахмеда Заки Валиди. И могу в данном контексте сказать, добавить только следующее. Ведущий, пожалуй, в настоящий момент в стране специалист по региону Идель-Урал Искандер Гилязов. Он сейчас директор Института татарской энциклопедии. Он как раз говорил о том, что, хотя он специально именно биографией Валиди не занимался, но за свою работу в германских архивах, это была очень кропотливая работа, история легиона известна нам не по дням буквально, он ни разу не встретил свидетельств о каком-либо участии Ахмеда Заки Валиди в формировании этого легиона и каком-либо отношении к нему. Другое дело, что сама по себе эта фигура, естественно, мелькала достаточно часто. Это человек, который очень активно участвовал во всех политических событиях того времени. На сегодня башкирские миссионеры застыли в ожидании, ждут, когда питерская прокуратура опубличит документы, на основе которых она сделала вывод, что Валиди был пособником фашистов. Ну а своих толковых исследователей биографии основателя Башкортостана, а конкретнее страниц его жизни во время Второй мировой войны, среди башкир, видимо, нет. В общем, опять только на татар и приходится рассчитывать. Ногайские этномиссионеры продолжают ходить в исторических потемках, порожденные методичками, спущенными им от их старших товарищей, то есть от башкирских. Честно говоря, лично я уже устал слушать и слышать затертую до дыр их пластинку, что наименование татары у самих татар появилось только с подачи просветителя Шагабуддина Марджани в XIX веке.
Устал я слушать эту заезженную пластинку, что в средние века на территории Казанского ханства никто никого татарами не называл, что население называли либо мусульманами, либо чувашами. Совсем недавно эти миссионеры записали забавную беседу, где концентрация этого бреда просто зашкаливает. Генератором этого бреда выступает Амир Мусаев. Без улыбки и смеха такое слушать нельзя. Так и хочется выписать нагайским это миссионерам нормальные книжки по истории народов Поволжья. Если вы говорите по поводу, значит, современных так называемых татар Поволжья, средневолжских татар, это в большинстве своем это так называемые казанские татары и мишары, то этот этноним татар к ним, значит, попал относительно недавно, ну, где-то лет 150, где-то, ну, максимум, условно скажем, где-то 200, около 200 лет тому назад. Еще раз, по поводу вот этого этнонима татары, да, это применялось именно в русской дипломатической традиции, в русской дипломатии. Ну, еще этот термин использовали арабы и персы, насколько мне известно. Кстати, при включении в состав русского государства в 1551-52 годах Казанского ханства, да, при описании жителей, то есть сословного и этнического состава данного, значит, государства, термин татары не используется. То есть там есть такие понятия, как тарханы, сииды, значит, башкиры есть, и есть слово чуваши. То есть вот в документах уже русского и российского государства где-то до второй половины XVIII века указывается, что население Среднего Поволжья, тюркское население, да, исламизированное, по отношению к себе применяло два термина, которые обозначали их этничность. Это мусульманин и термин чуваши. Мы прямо переубеждать Амира Мусаева, доказывать ему, как же он сильно заблуждается, не будем. Неужели он запишет видеоролик, где расскажет, что из-за поверхностного знания истории и географии он чепуху всякую наградил? Да ну! Чтобы вам, уважаемые наши зрители, было интересно, лучше мы расскажем вам интересную историю, чем же занимались татары и нагайцы в начале 17 века. Наш рассказ опирается на два исторических источника, то есть на документы. Для особо любознательных в конце нашей истории мы пропишем данные этих документов, и вы нас сможете перепроверить. Итак, 16 век. Московское русское государство крепнет. В 1552 году поглощает Казанское ханство, через несколько лет также поглощает и Астраханское ханство. Были ли в составе Московского государства татары еще до включения в ее состав Казанского ханства? Да, были. Мы говорим о татарах-мещеры, ну или о мишарях, как они сегодня известны. Чем же занимались мишари на службе московского государя? Охраняли границы русского государства от посягательств беспокойных нагайцев и крымских татар. Границы были на замке благодаря татарам-мишарям из Темникова и Кодома, например. В 70-е годы XVI века Арзамасский уезд стал активно заселяться татарами-пограничниками, чтобы охранять южные рубежи государства. Тогда служилые татары-пограничники занимались земледелием, скотоводством, обеспечивали себя вооружением, провиантом и лошадьми. Татарские конники были всегда наготове. Русские цари терпеливо ждали, когда же наконец арзамасские, алатырские татары-мишари разделаются с этими надоевшими уже набегами нагайцами. И вот в 1612 году произошло определяющее сражение алатырских и арзамасских татар-мишарей
с нагайцами. Кочевники степей решили воспользоваться ослабевшим русским государством в смутное время. Нагайцы-степняки вторглись в Алатырский уезд, убивали и грабили все и всех подряд. Еще чуть-чуть, и опустошительный набег нагайцев мог бы выйти боком богатому Нижнему Новгороду. Отпор свирепым степнякам решили дать татарские мишари-мурзы Баюш Разгильдеев, скорее всего его фамилия Уразгильдеев, и Ямаш Мангушев со своими войсками. Сражение между татарами и нагайцами случилось у мордовской деревни Чукалы на реке Пьяне. Баюш Разгильдеев и Ямаш Мангушев смогли проявить свои полководческие таланты и прогнали с территории русского государства набежавших степняков. Всего было побито 500 нагайцев. Был убит и нагайский Мурза Курмамед. Знамя его забрал себе Баюш Уразгильдеев. Благодаря татарам из плена нагайцев были освобождены более 7 тысяч пленников. Поэтому русские князья Дмитрий Трубецкой и Дмитрий Пожарский 24 января 1613 года пожаловали Баюшу Уразгильдееву титул князя. А все те, кто участвовали в сражении с нагайцами, получили богатое вознаграждение, высокие звания и поместья. Вот данные о грамоте от русских князей по татарскому князю Баюшу Уразгильдееву. Там есть упоминание князя Уразгильдеева и татар. Но нагайцы в начале 17 века кошмар какими неугомонными были. Ну или история нагайцев ничему не учит. Мало им было, что они получили от татарских мурс-мишарей. Видимо, они решили, что если на этот раз уже второй наступить на те же самые грабли, то их лоб должен сломать черенок. В 1614 году нагайцы в количестве 20 тысяч человек из улуса нагайского Мурзы Иштерека вновь учиняют поход на Алатырь. Татарские мурзы и мишари вновь отбивают атаку нагайцев. В благодарность за это царь Михаил Романов 29 апреля 1618 года освобождает алатырских татар от денежных и натуральных повинностей. Соответствующую царскую жалованную грамоту, где перечисляются средневековые арзамасские татары-счастливчики, вы тоже можете найти в этом сборнике документов. Вот так одни из предков сегодняшних татар стояли на страже и защищали целостность русского государства в начале 17 века, пока предки кое-какого другого народа пытались наживиться грабежом и погромами. И их не учила ничему история.